Напоминаем, республику с рабочим визитом посетили председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ России Сергей Степашин и генеральный директор госкорпорации Константин Цицин. Репортаж Влада Давыдова. Рабочий визит высокие гости начали с посещения крупных спортивных объектов Якутска. Прежде всего, это Центр спортивной подготовки «Триумф». Делегация осмотрела комплексы и пообщалась с директором объекта Павлом Пенигиным. Далее с участием Сергея Степашина и Константина Цицина состоялось совещание с Общественной палатой республики. Речь шла о вопросе переселения граждан из аварийного жилья. Здесь глава наблюдательного совета фонда Сергей Степашин подчеркнул, что в последние 2-3 года Якутия в этом направлении сделала серьезный прорыв. У нас нет никаких сомнений в фонде, как и в министерстве, о том, что программа переселения из аварийного жилья, которая запланирована в республике, она будет выполнена. Поселок Жатай пару лет назад в кавычках стал экспериментальной площадкой для строительства целого квартала энергосберегающих домов. Так, начиная с 2011 года в поселке было построено 3 умных дома. Сегодня открывается 4-й. Этот 78-квартирный жилой дом возведен в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилфонда. Эта программа финансируется с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ России. И первые лица этой госкорпорации прибыли специально поздравить жатайцев с новосельем. Самое главное, что жителям, которые живут и будут жить в этих домах, придется платить коммунальные услуги на 30-40% меньше, чем в соседнем доме. Это возможно благодаря используемым материалам и новым технологиям. Энергоэффективное жилье оборудовано несколькими источниками тепловой энергии. Для систем отопления это газовая котельная, расположенная на крыше, и резервное центральное отопление. А для горячего водоснабжения это газ и солнечные коллекторы. Более того, жильцы умного дома могут самостоятельно регулировать микроклимат в квартирах. Также по современным технологиям установлены освещение в подъездах и стеклопакеты на окнах, позволяющие сохранять тепло зимой и отражать высокую температуру летом. Весной, летом, осенью солнечную энергию используем, перерабатываем в тепло для подогрева горячей воды. Естественно, когда пасмурные дни и когда солнца еще мало, плюс догрев осуществляется за счет газовых настенных котлов, которые на каждый подъезд отдельно тоже на техническом этаже предусмотрены. В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы республики Егор Борисов заявил, что за последние годы Якутия серьезно активизировала строительство жилья по республике в целом. 3 года назад мы строили 300 тысяч квадратных метров, то в этом году этот объем увеличим 1,5 раза. И такие же темпы будем сохранять в ближайшее будущее. И у меня мечта такая, что через определенное время строить 1 миллион квадратных метров жилья в год. Это абсолютно реально, это абсолютно возможно. В этот день в торжественной обстановке ключи от своих новых квартир получили 14 семей переселенцев из аварийных домов. Всего в этом объекте, напомним, 78 квартир. Все они будут заполнены новоселами в самое ближайшее время. Конечно, вот перешли в эту квартиру, очень благодарны. Хорошая квартира. Слов нету. Получаю за 30 лет первую квартиру хорошую. Так что жила в бараке, а теперь в барыне буду жить. Все удобства, все благоустроено у меня здесь будет. О будущем думаешь, потому что все-таки у меня подросли дети, уже внук, и ему здесь жить, в умном доме. На сегодня в поселке Жатай имеется порядка 40 аварийных домов, где проживают более 1000 человек. В будущем году здесь будет введен в строй уже 10-й по счету энергоэффективный дом, в который переедут все оставшиеся жители аварийных домов всего поселка. По словам специалистов, за такими умными домами будущее. Так, например, в Германии 50% всего жилфонда энергоэффективное. Не секрет, что на вопрос сноса аварийного жилья в Якутии обращено серьезное внимание. Стоит задача до 2017 года ликвидировать эту проблему в корне. И велика вероятность, что при таком же активном взаимодействии Якутии и Фонда содействия реформированию ЖКХ России число умных домов в республике вырастет в разы, а число граждан, прописанных в аварийном жилье, будет стремительно сокращаться. Влад Давыдов, Павел Танин, Василий Соловьев и Гаврил Дьячков, НВК Саха, Жатай, Якутск.